организаторы и участники второго этапа финала личного чемпионата мира, проходящего на Амурской земле. Поздравляю вас с открытием чемпионата! В общем-то, как бы организация соответствует чемпионату мира. То есть подготовились молодцы, благовещенцы. Россия, она всегда впереди. Честно говоря, я за Пашу болел. Знаете, вот, он дома здесь, да, и дома ему просто, было необходимо сделать программу «Максимум», а он ее даже перевыполнил. То есть программа «Максимум» была в финал попасть, а он попал в финал, еще и стал бронзовым. По командному чемпионату мира Швеция была на втором месте, и как я общаюсь с иностранцами, которые здесь, и немцы, и Австрия, и чехи, то есть у них нет, они как говорят, нет юнга, у нас нет юнга, то есть молодежи нет, которые бы хотели заниматься этим видом спорта, у них нет такой возможности, у них нет льда, то есть все платные стадионы, это очень дорого, поэтому они, очень мало их. Вот, а в Швеции более условия, можно сказать, немножко приравнены к нашим. В Швеции очень много озер, я там был, очень много озер. И они тренируются на натуральных озерах. В принципе, и сюда в Благовещенск приезжают спортсмены на сборы. Даже с Германии, вот Плечахер как раз, немец. Здесь. Харальд, Симон Харальд. Они приезжали с Германии 9 тысяч километров сюда на своей машине, привозили сюда мотоцикл и здесь тренировались в ноябре месяце. У вас просто супер условия, да? Конечно, холодно сильно, но 88-й, 89-й год, 90-й, у вас были гонки, я у вас там принимал участие в Нерюнгри, были соревнования, но там был такой мороз, и, как я помню, 34 градуса было мороза, и судейство приняло решение, значит, мы ездили по 3 круга, потому что 4 круга, руки нагреваешь, садишься, 3 круга проезжаешь, а приезжаешь, они уже ледяные. Вот, пообмораживали, значит, и у меня нос облез, вот здесь, где ветер продувал, где попадал на лицо, тоже пооблезло все это, я помню, как бы на всю жизнь, память такая осталась от Якутии, сильные морозы, конечно. Но у вас есть для того, чтобы заниматься, есть начало зимы, да, а там уже вы натренированные, можете приезжать в другие регионы, где уже лед становится в декабре, поэтому у вас шансов очень много.
Чемпионат мира у нас проводится первый год. Первый год. До этого у нас проводились чемпионаты России, чемпионаты Союза проводились у нас. Это былые времена нашей молодости. А сейчас, вот, в этом году, при поддержке правительства Амурской области организовали, то есть проводим чемпионат мира. Это первый раз у нас на Дальнем Востоке. До этого проводился крайний чемпионат мира в Красноярске у нас был. Это было лет 15 назад. А в данный момент, в этом году у нас такой праздник. В Якутске всегда морозы наступают раньше на месяц, на полтора, чем где-то либо в любой части страны нашей. И поэтому многие даже гонщики желали бы приехать в Якутск и потренироваться, и помочь молодым спортсменам в развитии спорта мотоциклетного. Ну, то есть сделать все возможное для того, чтобы Якутия опять прозвучала даже на чемпионате мира. Чтобы гонщик уже сказали, что из Якутска выступает на чемпионате мира гонщик такой-то, такой-то. Definitely all the Russian riders are very, very strong, but it's all professional riders, and we do it only for fun. We are absolutely hobby rider, and all the Russian riders absolutely professional one. He have professional league here and also very good clubs, and of course you remember nearly all the world titles win only by Russian riders, and that is clear. That's the best nation for ice speed, and especially one of my best friends, Nikolai Krasnikov, and it was unbelievable. He won 18 times the world championship, and for my opinion, nobody can beat him in this record. It looks like as in this year the best from the rest, it's the guys from Sweden. But hopefully when we come to Europe and the ice condition is other and we go in our style from ice and all the stadiums, then I hope so we can beat him, and especially when we come to the GP to Intel, it's absolutely my home track and it's one of my favorite tracks, and I hope in this condition on the stadium and the ice I've been strong enough, and then hopefully we can beat the Russian and stay in the final.
Very nice to be here in Blagoveshchansk. I had been here 3 times before on training camp and also racing. And now it's a really fantastic feeling to be here on a real Grand Prix race with the best riders in the world. It's great. And it's also nice that I have my son with me. He was in the team final in Togliatti, and he is with me now as a mechanic. So hopefully he can be here in the future. Вот окончился очередной этап чемпионата мира, на котором присутствовали спортсмены спортивно-технического клуба «Столица». Впечатлений масса. Конечно, очень хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились бы и в республике Саха-Якутия. По опросам многих спортсменов и интервью с ними, они очень хотят и желают увидеть ранний лед, приехать к нам в Якутию. Поэтому все много знают об этом уже. Значит, все ветераны, спортсмены, мотогонщики, все согласны с этим. У молодежи масса впечатлений, большие скоростя, такая организация великолепная, погода прекрасная. Но в Якутии у нас это все гораздо лучше. И, конечно же, особая благодарность, выражаем благодарность председателю регионального отделения ДОСАВ Сергею Георгиевичу Черныху, Андрею Высокому, Айдару Тахватуллину за организацию этой поездки, за поддержку в финансовом плане. Спасибо вам большое.